В эфире интеллектуально-познавательный телеигра «Эрудит» и я ее ведущий Рамзан Абуев. Ассаламу алейкум, друзья. Сегодня у нас в гостях заместитель заведующей 26-го детского сада Грозного Фатима Хадаева. Фатим, маршал. Фатим, расскажите, пожалуйста, какие функции на вас возложены, как на заместителя руководителя? Так как я заместитель по воспитательной части, на мне полностью лежит ответственность за педагогический процесс нашего детского сада. Я посещаю занятия, проверяю планы воспитателей, контролирую воспитательный процесс в нашем детском саду. Чем вообще вам нравится вот эта работа в детском саду? В первую очередь мне очень нравится, я очень люблю детей, маленьких детей, причем с детства. Я собирала всех детей в округе, маленьких, ухаживала за ним. Это вот самое первое, что мне там нравится. Ну и все. И все. Ну это прям самое главное, любить детей, мне кажется, в этой работе. Да. Это прекрасно, кстати. Если вы готовы, давайте мы перейдем к игре. У нас 10 вопросов и 3 подсказки, из которых вам необходимо выбрать оптимальные для вас 2. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Что вы выберете? 50 на 50. 50 на 50 и еще одна подсказка. Звонок другу. Звонок другу. Обычно, на самом деле, это очень редко у нас выбирают. Да? Да. Ну, я всех посадила, чтобы сидели у телефона. Так, чтобы смотрели, да. И первый наш вопрос звучит так. Как называется чеченское национальное блюдо? Сискал, плов, хинкали, борщ. Ну, хинкали я люблю, конечно, больше, но, наверное, ответ А – сискал. Сискал – это традиционное национальное блюдо чеченцев, это абсолютно верный ответ. В былые времена сискал у чеченцев готовился вместо хлеба, а также его брали в походы. На самом деле я еще в детстве думал, что борщ – это тоже наше национальное чеченское блюдо. И второй вопрос. Как называется традиционный музыкальный инструмент чеченцев? Домбра, пастушеская труба, скрипка, дечик-пондер. Так, правильный ответ – дечик-пондер. Дечик-пондер, да? Может, домбра? Домбра я не знаю вообще, что Не знаете, это что такое. это такое? У нагайцев, казахов это распространено. Ну, значит, это не наше. Да. Дечик-пондер – треххорный щипковый музыкальный инструмент. Это абсолютно верный ответ. Третий вопрос. Каков архитектурный стиль мечети «Сердце Чечни» имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова? Османский, исламский, среднеазиатский, тимуридский. Так, На первый взгляд все подходят. исламский, наверное, нет? Не знаю. Османский, исламский. Так, османский. Османский. А, Прям вы уверены? не уверена. Но любите рисковать. Да. Ответ принят. В качестве основы архитектуры мечети «Сердце Чечни» использована голубая мечеть в Стамбуле. Соответственно, архитектурные стили, как несложно догадаться, османский. Абсолютно верный ответ. Молодец. И четвертый вопрос. Для чего лошади нужны подковы? Для красоты, в качестве оберега, для защиты ног. Так владелец помечал свою лошадь. Ну, для защиты ног, скорее всего. Ответ С. Ответ С. На твердом грунте роговые части копыта быстро изнашиваются. При повреждении копыта лошадь испытывает болезненные ощущения, начинает хромать или вообще отказывается ступать на больную ногу. Ковка позволяет предохранить копыта от износа и защитить их от травмирующих ударов о твердый грунт. Абсолютно верный ответ. И пятый вопрос. Кто является основоположником жанра драматургия в чеченской литературе? Назарбек Шарипов, Ахмедхан Мутушев, Саид Бадуев, Абузар Айдамиров. Стыдно, конечно, не знать. Подсказку можно? 50 Конечно. на 50. Подсказка 50 на 50. И у вас остается А и Д. Назарбек Шарипов или Абузар Айдамиров. Абузар Айдамиров больше по романам.
Поэтому я выбираю ответ Назарбек Шарипов А. Ответ А. Назарбек Шарипов является основоположником жанра национальной драматургии. Это абсолютно верный ответ. Еще в 1912 году он написал и поставил пьесы «На вечеринке» и «Медведь» — художественные экскурсы в прошлое чеченского народа. Шестой вопрос. Чем наполняли глиняный кувшин для проверки твердости почвы на месте предполагаемого строительства башни? Водой, молочной сывороткой, чаем, бульоном из баранины. Прежде чем построить башню, я вот знаю, что приводили туда какое-то животное, быка, например, и если он вечером ложился спать на этом месте, то возводили башню. Или же хозяин тоже этой башни ночевал на этом месте. Если он видел хороший сон, то тоже строительство башни одобрялось как бы. Башни были 2-4 этажа, но некоторые доходили до 6 этажей. И правильный ответ? Ответ А. Ответ Вода. А. Обычно башни возводились без фундамента на скальных массивах. Если на месте строительства не было скального основания, нижнюю часть башни углубляли в землю, глинистую почву поливали молоком или водой и снимали грунт до тех пор, пока жидкость не переставала просачиваться в землю. Также использовали и другой метод. Зарывали в землю на несколько дней глиняный кувшинчик, наполненный водой, и наглухо запечатанный сверху воском. И если при проверке оказывалось, что вода в сосуде была, место забраковывали. Абсолютно верный ответ. Седьмой вопрос. Почему оружие, металл и хлеб было запрещено продавать или обменивать на ярмарках на плацу перед крепостью Грозная? Считался стратегическим товаром с целью недопущения развития промышленности чеченцев в целях безопасности царских солдат. Такого запрета не было. Почему оружие, металл и хлеб было запрещено? Может, не было такого запрета? Ну, здесь уже говорится, почему. Металл, хлеб на ярмарках на плацу перед крепостью Грозная. Так, хлеб стратегическим товаром может считаться? Да. Развитие промышленности, цель безопасности. Так. Хлеб даже сейчас, мне кажется, снова в жизни. Тогда в тот период, да, это тем более. Так. С целью недопущения развития, в целях безопасности. Мне почему-то ответ Д больше нравится. Что такого запрета не было? Да. Может, воспользуйтесь подсказкой, звонок другу. Нет. Пока рано, да? Так. Оружие, металл, хлеб. Оружие, металл – стратегический товар. И хлеб. Я выбираю стратегическим товаром являлся. Ответ А. Ответ А. В начале января 1850 года несколько почтенногорцев обратились к начальнику левого фланга Кавказской линии и попросили учредить один раз в месяц трехдневные базары и позволить горцам привозить домашние изделия, продукты для продажи и обмена на разные товары. Горцы привозили для продажи естественные припасы, шкуры, сукна, ковры, приобретали у русских торговцев промышленные товары, ткани, калмыцкий чай и так далее. А вот запрещено было торговать и той, и другой стороне, как я уже в самом вопросе мы видим, оружием, железом и хлебом, поскольку это считалось стратегическим товаром. Это абсолютно верный ответ. И восьмой вопрос. С какого возраста чеченца приучали к верховой езде? 5 лет, 7, 10, 12. Все мы знаем роль лошадей в жизни чеченцев, тем более в старину. 5 лет, мне кажется, это слишком рано. Но они же воспитывают чуть ли не в спартанских условиях тогда. Но я не ориентирую вас ни на какой ответ, конечно же. Мне больше нравится с 7 лет. Точно я не знаю. 7. Просто интуиция. Да, 5 лет, мне кажется, слишком маленькие еще детки. 10-12 это уже мужчины взрослые. Ничего себе.
7 лет. Ответ Б. Ответ Б, 7. В чеченских семьях мальчиков обычно приучали к верховой езде, начиная с 7 лет. Он должен был приручать коня сам, причем старались, чтобы начинал свою верховую езду с необъезженного молодого коня. Когда уже мальчик достигал 15-летнего возраста, то в соответствии с традициями он уже считался мужчиной. И в старину, когда юноша шел с подарками к своему дяде по материнской линии, то обычно этот дядя дарил ему коня. С этого возраста примерно и начинали участвовать в скачках. 9 вопрос. Открытие какого объекта в Грозном было приурочено ко дню чеченской женщины? Цветочный парк, комплекс небоскребов в Грозной-Сити, смотровая площадка «Лестница в небеса», филиал МГУ имени Ломоносова. Так, если это ко дню чеченской женщины, скорее всего, цветочный парк. Для женщины что еще можно построить? Самый лучший подарок, Парк да, с цветы? цветами. И ответ А. Ответ А, цветочный парк. Парк был открыт 17 сентября 2017 года, в День чеченской женщины. Это абсолютно верный ответ. Его площадь составляет 4,5 гектара. Название парку дали посаженные на его территории 150 тысяч цветов. Кроме них есть и деревья. В парке действует фонтан, украшенный национальными башнями высотой 18 метров. Установлены и скульптуры животных. И 10-й вопрос. Как вы думаете, про что будет? Какие у вас догадки? Про еду хотелось бы. Про еду хотелось бы. Проголодались. Мы после пойдем в столовку. И 10-й вопрос звучит так. Герой СССР из числа чеченского народа, нейтрализовавший 920 фашистов. Ханпаша Нурадилов, Маташ Мазаев, Маулади Висаитов, Абухаджи Идрисов. Так, с цифрами я не очень дружу, конечно, но я читала. Висаитов и Нурадилов. У меня почему-то между ними. Это финальный вопрос, и Да. у вас есть право, Да? у вас есть зона Можно к другу. позвонить? Я думаю, что на этом вопросе, на финальном, можно позвонить, да. Ну, давайте тогда. Заре, добрый день, Дадик Дуэл. Это Рамзан Абуев, ведущий игры «Эрудит». И здесь, значит, ваша подруга Фатима. Она дошла до финала, до 10-го вопроса. И ей сейчас, Вовремя, я в дороге. Так, и? ей сейчас нужна ваша помощь. Ага. Можете ей помочь? Ну, постараемся. Так, я передам телефон. Слушаешь? Ага. Герой СССР из числа чеченского народа, нейтрализовавший 920 фашистов. Ханпаша Нурадилов. Точно? 920? Однозначно. 920. Сталинградская битва. Ой, молодец. Давай. Давай. Все? Да, то есть нам вообще Ответ? не нужно даже варианты Ответ ответа А. засчитывать. Ответ А. Нурадилов. Ханбаша Нурадилов, пулеметчик, командир пулеметного взвода, герой СССР, участник Отечественной войны, уничтожил 920 немецких солдат, 7 пулеметных расчетов, взял в плен 12 солдат противника. Абсолютно верный ответ. Он 4-жды представлялся к званию Героя СССР и считается самым результативным советским пулеметчиком Отечественной войны. Вы абсолютно победитель. Я вас поздравляю с этим. Спасибо. Блестящая игра, небольшой подарок. Спасибо. Да, Сарьен. Ну, конечно, очень приятно, что я вышла в финал. Более того, победили. Да. Ну, вопросы были не очень сложные, если, конечно, знать их все. Это очень хорошо, что есть такая передача, что вы поднимаете именно такие темы в вашей передаче. Я считаю, что очень важно знать свою историю, своего народа, свои обычаи. И это очень замечательно. Фатим, я поздравляю вас с победой. Я рад, что вы большое. приняли приглашение, пришли. Горд, что вы выиграли. Далат я объективил. Деревья словами. Дорогие друзья, если вы хотите принять участие в нашей игре, пишите и звоните на номер, который вы сейчас видите на своих экранах. Это была интеллектуально познавательная телеигра «Эрудит». И с вами был Рамзан Абуев, Аликёйл, Маршойл.